спектакли и читали книги. Вот, поэтому тему такой лекции, такое выступление решила рассказать о тех спектаклях современных. Очень активно вначале попадали в театр. Наверное, Московский театр РАНТ затеял такую лабораторию, которая проходила каждый год. Она называлась лаборатория «Молодые режиссеры детям». И кто-то из молодых режиссеров принес одну из книг нового издательства для постановки. Это был Тон Телеган, и спектакль назывался «Почти взаправду», его поставила Катерина Половцева, эскиз. И вдруг стало понятно, что этой новой литературы для детей и подростков очень много, и море безбрежное, и надо с этим как-то взаимодействовать. РАН стал проводить такие лаборатории постоянно, то есть они и были у него, но там не было новых книг, там были все те же наши старые названия, тот же Киплинг, тот же, не знаю, те же сказки, ну вот все, что и обычно идет у нас в театре. Вот. За РАНТом подтянулся фестиваль Орликин, который устроил лабораторию, которую они назвали тоже с издательством «Самокат» в театр на самокате, и пригласили молодых режиссеров или недавних студентов, взяли группу драматургов, которые в тот момент учились, Наталья Степановна Скороход, предложили им книги, которые отобрало издательство, там был большой достаточно список, ну и в итоге вышло несколько спектаклей, 4 или 5. То есть это было такое соединение работ молодых режиссеров, молодых драматургов с новой книгой, с новой литературой. Вот. Тоже такой достаточно традиционный путь, когда драматурги пишут инсценировку вместе с режиссерами и актерами, у них такое происходит плотное сотрудничество. Это обогащало театр не только новой литературой, но и новыми драматургами и молодыми режиссерами. То есть сразу не убивалось несколько зайцев. Вот. На следующем этапе фестиваль Орликин решил расширить тему, взять уже не только новые книги, новые темы издательства «Самокат», но решил обратиться к комиксам. Это происходило с издательством «Бум книга». Они отобрали тоже приличное количество комиксов, предложили всем желающим, всем режиссерам, кто хочет, поучаствовать, написать экспликацию, и сами отбирали лучшую экспликацию из возможных, чтобы дальше сделать эскизы. И вот о этой лаборатории хочу немножко подробнее рассказать. Они назвали ее театр.ком. Вот. И можно пустить первый слайд. Да, это лаборатория по комиксам. И комикс обычно воспринимают как такую достаточно простенькую историю, рисованную историю для тех, кто не умеет или ленится читать, вот, или ассоциируется с комиксами Marvel и DC, но на самом деле вот эта легкомысленность и кажущаяся примитивность, она все время сбивает с толку. На самом деле это достаточно сложный вид искусства, в который работает в разных жанрах, там работают профессиональные художники. Вот, и у него еще почти всегда у комиксов на начальном этапе был обязательно политический или сатирический подтекст, потому что комиксы публиковались в газетах на последней полосе. Это было такое, это, наверное, чем-то напоминало журнал «Крокодил», да, вот эти маленькие рисованные картинки. Вот. То есть это вот «Крокодил» — это вот такой журнал комиксов, только в советское время. Профессиональные художники придали этому виду искусства такую внешность, они его запатентовали именно как большое искусство, а не как что-то такое среднее. Потом он, конечно, девальвировался и стал достаточно простым и примитивным, но вот на лаборатории в Орликине они выбрали комиксы на новом этапе, уже затрагивающие разные социальные проблемы в том числе. Вот, и вот один из этих комиксов называется «Мария и я», автор комикса Мигель Гальярдо и его дочь Мария. Они путешествуют на юг Испании, к морю, и это
большое событие в их жизни, потому что Мария ребенок аутист, или, как сейчас говорят, ребенок с расстройством аутического спектра. И отец в этом комиксе рассказывает об особенностях Марии, о том, как она воспринимает мир. Можно следующий слайд сделать. И еще один, да. Ну вот, да, что и как она рассматривает, как она действует и все такое. Вот. Издательство «Бум книга» как бы перевело и издало этот комикс с такой социальным подтекстом хорошим. Вот. И режиссер Иван Куркин, как вот такое вот дело перевести на язык театра? Режиссер Иван Куркин придумал такой интересный ход. Это иммерсивный спектакль. Мы попадаем внутрь комнат, в которых живет Мария. Мы заходим в пространство. Нам художница рисует наш портрет, выдает нам такую как бы бумажечку с нашим портретом. Художница копировала, можно еще следующий слайд показать, копировала манеру самого этого комикса, манеру Мигеля Гильярда, и в этой стиле рисовала всех зрителей, которые приходили. Вот. И дальше мы играли немножко в разные игры, должны были составить пазл, найти дорогу к какому-то там, не знаю, кладу, все то, что обычные дети делают легко, но там везде были такие замечания, как это делает Мария. Мы ходили по этим комнатам, как бы перемещались из помещения в помещение, все больше и больше узнавая про жизнь Марии и про то, как она воспринимает мир. Вот режиссер придумал для комикса вот такой ход. Следующим комиксом на этой лаборатории был комикс «Голиаф», его поставил Илья Мощицкий. Можно тоже следующий слайд поставить. Вот. Его автор Том Болт, достаточно известный английский автор, рисует короткие стрипы для газеты The Guardian, там, на 2-3 окошечка, на 2-3 рамки. Они такие очень остроумные, злые, о ботаниках, о книгах, ну, как о персонажах. А «Голиаф» — это его попытка большого полнометражного комикса, где автор использует прием такого неспешного повествования, в котором одна целая страница может быть занята изображением пустоты. Например, у него там черный квадрат на всю страницу, то есть как бы не скупиться на место. Вот. Или он очень легко показывает, что ничего не происходит, никаких событий не происходит. Целая серия картинок разной величины, где нарисовано одно дерево. Значит, вот ты целую страницу последовательно рассматриваешь одно дерево. Ничего, и ты понимаешь, пустота, ничего не произошло, событий нет. Вот, там чахлое деревце, камень, сидящий Голиаф. Вот такой вот. Том Болт рисует, получается, на старый известный сюжет новую историю, в котором Голиаф, писарь при штабе, он увлечен своей работой, а отдыхая бросает камни в воду. Ничего особенного. И вот в какой-то момент военачальник решает использовать его такую большую фактуру, его огромный рост для устрашения противника. Но Голиаф сам по себе он не воин, и он, в принципе, не понимает, что он должен делать. Он приходит я не знаю, что он там написал. Можно следующую картинку. И вот что из этого, значит, получилось. Режиссер заливает сцену водой. Спектаклем в Киеве. И на этой гладкой поверхности воды мы видим как раз титры, мы видим в этих пузырях, как в любом комиксе, слова. Все герои молчат. И
И здесь соблюден один из законов комикса, что мы читаем, и звуки, и голос персонажа звучит в нашей голове. То есть мы как бы должны читать, что написано на этой водяной поверхности. Можно следующий кадр. Вот так вот они вот стоят в воде. Это военачальник и мальчик. И следующий, по-моему, еще есть кадр. Да. Вот обязательно звукоподражающие слова, которые для комикса один как бы важный атрибут. Вот так вот использовались. То есть камень бросили, написали нам плюх, мы прочитали, вот задумались. Все это медитативно, под такую размеренную музыку, специально был композитор. То есть ребята сильно потрудились, поработали над этим делом. И эффект, надо сказать, оправдал ожидания. И следующий комикс, следующий кадр. Да. Вот это вот почти финал, где Беляв со своей речью о том, что мы победим, и о войне, обращается к нам, зрителям, но он обращается, он не мой, он ничего не говорит, он молчит. Мы читаем его слова на полу. В какой-то момент они начинают идти быстрее, мы не успеваем их прочитать, но, в принципе, нам все понятно, смысл нам не нужно тут догадываться. И из зала летит в актера камень, и он падает, Беляв повержен. То есть тоже так впрямую реализуется образ комикса. Вот такая история. Значит. Там были еще два комикса, один тоже на социальную тему назывался «Я слон», тоже другой спектакль. Вот, не буду рассказывать, но это был комикс русских авторов про человека в инвалидном кресле. Да, ставила его Юлия Каландришвили. Человек теперь для детского театра важный. Вот. Дальше продолжилась история с лабораторными показами или с лабораториями. То есть книги по-прежнему попадают в театр через такую лабораторную работу. То есть сначала делаются эскизы, собираются книги, потому что театр не сразу обрадуется новому названию неизвестному, на которое родители не поведут своих детей. Поэтому должна быть какая-то такая большая серия адаптаций. И вот один из самых успешных опытов лаборатории Большого театра кукол в Санкт-Петербурге называется «Мой дедушка был вишней». Это следующий кадр можно делать. Да, вот как раз вот это он. Вот, он сделан по книге «Мой дедушка был вишней» итальянки Анджелы Нанетти. Такой хороший детский красочный спектакль, очень динамичный, в котором как раз были заявлены такие основные приметы, не знаю, приметы детского театра, и особенно режиссура Ивана Панчина, как скотч, цветные одежды, много картона и нарисованных на них примет. Можно следующий кадр. Очень любопытный момент, что они очень долго актеры между собой перебрасывают желтую тряпочку какую-то, непонятно. Сначала они что-то протирали, потом они стали ее кидать, потом кинули ее на стену, приклеили скотчем, и это получилось солнце такое. То есть вот, когда спектакль какой-то образ между этими событиями, и автор, наш современник, соответственно, он уже знает, что и как происходило в дальнейшем вообще в исторической перспективе. Вот. Главный герой у нас мальчик Томас Брей, он выдумщик, рассказчик, все время что-то привирает. Он подружился с замкнутым, таким не очень любимым мальчиком Питером Званом и его двоюродной сестрой Бет. Вот, собственно, как бы история их дружбы, ну и каких-то взаимоотношений, это все содержание. В конце книги Питер уезжает, Томас остается один, ему становится 11 лет, он теряет на себя своего друга. Но
нечего помнить, у них нет воспоминаний ни о войне, ни о родителях, которые умерли. Вот, допустим, у Томаса умерла мать от тифа, и он не помнит ее лица, он помнит, как с ней ругался, но не как она выглядела. А отец Томас, он вообще с ним никогда не говорит о войне или о смерти. Пит, второй герой нашей книги, он что-то смутно помнит, да, про отца, но не помнит совсем мать и не помнит их вместе. То есть у этих детей нет воспоминаний ни о своих родителях, ни о войне. А единственный, кто помнит в их союзе детей о войне, об этом и полной противоположностью, можно дальше пролистать, был спектакль, вот здесь остановимся, был спектакль в Большом театре кукол с маленькими куклами, которые были своеобразными альтер-эгами этих главных героев. Они придавали им, конечно, сразу и беззащитность, такую бесприютность. В спектакле было много целлофана, в отличие от спектакля Тюза, где был крафт и бумага. Здесь был целлофан, который отвечал за как раз холод и такую метафору земли. И ВТК и режиссер Денис Казачук сосредотачивались на предметном мире послевоенного города. Тоже как будто предметы подлинные, как будто бы. И ВТК не шел по сюжету книги, это был такой поток ассоциаций, а не событий, какие-то неясные образы и ощущения, мелодии, слова, какие-то повторяющиеся действия, такой лирический поток сознания 10-летнего мальчика. То есть режиссер вытащил из книги не сюжет, а именно ощущение и атмосферу того, как мальчик видит все события, которые с ним происходят в этот момент. К концу этой фразы появлялась следующая фраза этой песни, следующая, и вдруг в какой-то момент мы узнавали, что это песня Виктора Цоя «Апрель». И, то есть такой поток ассоциаций, который приводил нас к другому бесприютнику большого города Виктора Цоя. Да, такая как бы сложный поток ассоциаций, который вот у режиссера родился после чтения этого текста. Так. Можно дальше полистать. Вот как раз Томас Фрейли, актер его играл.
отдыхающий за школьной партой. Вот это один из школьных уроков, где девочки изображают буквы, которые Томас никак не может составить в слова. Да, и следующий кадр, это уже мы перейдем к следующему спектаклю, который сейчас еще идет в рамке, его поставила известная вам Катерина Корабельник по роману Юлии Яковлевой «Дети ворона». И у Юлии Яковлевой это, конечно же, целый книжный сериал о всех болезненных, травматичных событиях истории нашей страны и конкретно в городе Ленинграде. Вот «Дети ворона» — это спектакль о большом, книга о большом терроре, краденый город в блокаде, жуки не плачут о жизни в эвакуации, ну и так далее. Вот, то есть это сюжет, в котором блокада показана, ну то есть нет, «Дети ворона» это не о блокаде, это о большом терроре, где вот эти события показаны глазами детей, которые не понимают, что происходит, и как бы удивляются и не могут понять, как им действовать. Это история, значит, Шурки и Тани, чей отец внезапно исчезает ночью, потом исчезает мать и младший брат. И дети оказываются одни в большом городе и не знают, что им делать. И начинают спрашивать разных людей, милиционера, лебедя в парке. То есть вдруг неожиданно такой магический реализм. Узнаваемо, хотя книга не комикс, но эстетику использует. Можно следующий тоже кадр. Значит, такой помост тоже с краешками нарисованными. Следующий. В спектакле использовались вот только рисованные картинки, но были и кадры кинохроники, и фотохроника была. Вот еще следующая картинка. Да. Вот такие были эскизы, да. Вот. Анимация, конечно, позволяла очень быстро менять место действия, потому что герои очень много передвигаются по городу, потому что они надеются поймать этого ворона, да, и бегут за ним. Поэтому анимация здесь спасала. Вот. Так. Еще один спектакль. Это вот обложка книги. То есть это книга отчасти документальная, потому что она составлена из воспоминаний реальной женщины Стеллы Надольской, записанных и переработанных Ольгой Громовой. Повествование ведется, опять же, от лица девочки, которая вместе с мамой пережила высылку в Киргизию как член семьи врага народа. И вот она рассказывает, что с ней происходило, потому что очень долгое время она не могла никому сказать, что с ней происходило, и только вот после перестройки наконец смогла озвучить, так сказать, свою историю, своей жизни. То есть ей в какой-то момент уже пожилой женщине стало важно предъявить людям все события, чтобы не замалчивать об этом. То есть и книга есть в двух вариантах, где просто история и история с историческими дополнениями. Вот это, по-моему, обложка как раз уже книги, где есть разные исторические объяснения того, что происходило, разные документальные материалы. И вот именно этим документальными соответствиями воспользовались авторы спектакля. Можно следующий кадр. Вот.
играют спектакль в черном кабинете, в черной комнате ЦИМа, поставлены стеллажи, как будто это архив, на полках стеллажей стоят картонные коробки, в которых находятся разные предметы и записи. Актеры вытаскивают оттуда предметы, зачитывают. Выстраивается там целый ряд кусков мыла или коробков спичек, или пакетов с солью, и уже такой узнаваемый знак беды, да, того, что человек находится в каких-то условиях невыносимых для себя. И важно было, что эти предметы подлинные, что мы их сейчас все можем найти точно так же в магазинах на полках, и что они присутствуют в нашем обиходе сейчас и продаются. То есть это не музейные артефакты прошлого, а часть нашей жизни нынешней. Так же, как и все события в жизни нашей страны, которые не всем удалось пережить, но есть люди, которые живы, которые об этом рассказывают, и это важное для них знание, которое они хотят донести до следующего поколения. То есть этот спектакль, можно пролистать кадры, он как раз провоцирует беседу с детьми, беседу, разговор родителей с детьми об этом непростом времени. Все, да. Вот это уже следующая история. Это все наши отечественные авторы. Ну, вот, а это уже следующий спектакль. Конечно, вот сейчас одним из хитов театра Константин Кущикин и художница Екатерина Андреева, они все время заставляют зрителей перемещаться вслед за героями, которые, за актерами, которые в какой-то момент становятся персонажами, в какой-то момент возвращаются опять как актеры, читают книгу. Они ничего не разыгрывают, они читают текст. Начинается все это с своеобразного проводника, начинается в фойе театра, где вот такой проводник, он объясняет, как вот экскурсия на этот норвежский остров Щепки Матильды, и он объясняет, что это за остров, кто на нем живет, как вообще все это происходило, как он появился, откуда такое название. А герои в это время выкладывают очень много камней на сцену, так последовательно, методично, занудный экскурсовод рассказывает, они выкладывают, это уже такое медитативное достаточно действие, где ты на самом деле проникаешься вот этой норвежским немножко ощущением от мира, этой неспешностью и уравновешенностью. Дальше по этим камням всем зрителям надо будет пройти вслед за персонажами в следующую комнату, где будет следующая сцена, да, то есть для меня было важно, что из этой книги «Вафельное сердце» тоже история о дружбе, о потере, рождается такой образ трагического в детстве, о том, что любое расставание там, в 11-10 лет – это большая трагедия, сравнимая со смертью. Но настоящей смертью у героя умирает бабушка, как баба-тетя, да, двоюродная бабушка.
настоящий смех может как бы попорно быть тем, что герои о нем помнят, дети помнят, они могут испечь вафли, которые всегда пекла эта баба тетя, и тем самым продлить ее существование в своей голове. Был еще один спектакль Петербургского театра «Лузерс», его делал Александр Савчук, где весь спектакль режиссер пек вафли. Актеры читали просто книгу, это был такой метод прямого чтения. Актеры читали книгу, а режиссер пек вафли, и потом в конце нас всех угощали. Но там это игралось в помещении театра «Особняк», маленькое черное помещение, такое не очень уютное, но из-за того, что был такой потрясающий запах вафель, мы как бы сразу помыкались такой душевной, домашней атмосферой, было очень классно. Но сидеть, конечно, пока и слушать запахи, пока они читают книгу, на голодный желудок было тяжело. Вот. Можно следующий кадр? И это, значит, такая книга «На синей комете» называется. Тоже издало его издательство «Самокат». И это такая... Это не «Самокат». Ну, обложка не «Самокат», но «Самокат» издавал. Слишком историю передал. Хорошо. Вы знаете лучше. Просто сразу. Ну, важно, на самом деле. Ну вот, это история про Великую депрессию в США, да? История про, насколько я помню, про то, что мальчика украли и держали где-то, ну, такой немножко страшилка. И вот режиссер Максим Соколов, да, с художником Анастасией Юдиной делает такой настоящий хоррор, настоящий такой страшный спектакль. Назвали они его «Папа встретит меня в Л.А.». Можно следующий кадр? Это вот как раз из книги иллюстрация. Вот здесь можно остановиться. То есть сцена представляла собой комнату на 30 мест, играется всего для 30 человек. Они могут лечь на кровати. Рядом еще в качестве их сиделок могут еще сесть некоторые люди, ну, потому что обычно люди приходят по парам в театр. Да? Вот, поэтому вот такое вот было место, 30 человек, все лежали в помещении больницы, на стенах которого были разные, торчали половинки разных предметов. В какой-то момент там появлялись восковые, как будто бы восковые фигуры, застывшие разные даже люди узнаваемые, там, допустим, Мерлин Монро или кто-то еще. Это было очень страшновательно. Такая сценография. Находиться в этом помещении было жутко. Тем более, что ты, как умалишенный, лежишь на кровати и не понимаешь, что происходит. А актеры в этот момент пытаются тебе рассказать, как мальчик сидит в подвале. И сценография настолько нас как бы поглощала, и это был такой синефильский большой опыт режиссера, которого он нам перевел, потому что там были образы и из «Звонка», там был актер загримированный под, и вот так и выглядел, под Хичкока, там была фигура Хичкока, и вот, по-моему, это, кстати, они. То есть вот все нагнетало такой ужас, непривычный для детского театра, но тоже один из жанров. По стенам, то есть она не между нами ходит, она ползет по стене, и это тоже нам добавляет немножко ужаса. Ну и по финалу немножко по спектаклю, так это тоже туда. Ну то есть вот это зрители вот сидят тут в стеночке, а вон там висит девочка из «Звонка», тут какой-то персонаж как посыльный, ну что-то такое. И следующее еще можно. Вот как раз привязанный герой ползет мимо нас, они насыпали земли, налили кровище, и бедный актер ползет, пытается спастись. Ну, и еще один кадр.
раз эта девушка из звонка. Вот, ну, с ужасом закончил. Финал расскажу несколько спектаклей для совсем маленьких. Это тоже делал Большой театр кукол в Питере. Они взяли, можно следующую картинку, они взяли, да, книги для совсем маленьких, книги-картинки, где текста буквально одна или две строчки, и дальше большая красивая картинка. Вот они взяли в работу для режиссерских эскизов такие книги, выбрали несколько из них, вот, и получились достаточно интересные спектакли. Вот эта обложка книги «День, когда я встретил кита». Там было тоже два режиссера, которые сделали разные спектакли, и один из них Михаил Сафонов, мультипликатор, тот самый, который придумал летающих зверей. Но можно следующий кадр тоже. Вот. Книга вот такая, да, однокомная картинка и одна строчка. То есть никакой драматургии, что хочешь, что и выдумывай, сюжет придумывай, ну, как бы, нужно сильно потрудиться всем. Можно следующую тоже картинку. Вот. Значит, история про то, как мальчик на берегу моря нашел китенка и пытается его спасти. Вот. И следующий кадр, это как раз кадр из спектакля Михаила Сафонова. Они его переназвали, назвали «Никита и кит», немножко сделали его русским, живущим где-то на севере. В спектакле была мультипликация, прекрасная музыка Мити Максимовичева. С отцом на острове, отец уезжает на рыболовецкой лодке, и мальчик весь день проводит один, ему нечем заняться. И вот таким образом он спасается от одиночества и придумывает это кита, такого китенка себе. Можно следующий кадр. Это тоже такой очень подробный, вещественный и узнаваемый для советского человека быт и мир, в котором есть радио, которое плохо ловит волны большой земли, в котором, можно следующий кадр, в котором есть вот такие подлинные предметы. То есть настоящий предмет существует на сцене вместе с игрушкой и с куклой сделанной. Ну, еще можно следующий кадр. Такая чудесная вот такой Никита. Еще кадр. Вот. Такая вот. Ну, то есть там было очень много. Вот был один, это моноспектакль, один актер, он как бы вел эту куклу и рассказывал всю историю нам. И это было немножко такое ностальгическая тоже история про советское детство. Вот. Можно дальше листать. Из той лаборатории БТК сделали несколько маленьких спектаклей 30-минутных, рассчитанных как раз на возраст 3+, 4+, то есть для совсем малышей, как раз тот возраст, на который меньше всего почему-то у нас историй новых появляется. Да, это как раз самокат. Можно дальше листать. Вот. Но режиссер ее немножко, это следующий кадр, немножко переформатировал, что ли, под нужную ему как бы историю. Он заявил это как такая тотальная игра в театр, то есть играется в шатре, дети заходят в шатер, садятся на маленькие скамеечки, актеры играют за ширмой, то есть у них такое немножко представление о как бы таком старом театре, может, немножко эпохи Возрождения, вот немножко что-то к Шекспиру отсылающие, какие-то вот такие идеи, потому что выходит героиня в таком елизаветинском костюме, елизаветинском парике, у нее странный грим, белое размазанное какое-то лицо, и тут что-то нарисованное на личике такое, потом ты догадываешься, что это лицо львицы. То есть это возлюбленная главного героя, которая умерла, она начинает повествование немножко, начинает что-то там разыгрывать, играет на клавесине. Вот. Ну и по ходу действия мы понимаем, что Лев, вот этот вот грустный персонаж, он страшно переживает потерю, утраты и хочет покончить с собой, зарывшись в, значит, могилу, копает могилу себе. Тоже хороший сюжет для детского театра, 3+, да. Но как быть сделано, да? То есть вот это вот тотальное
помогать еще, что есть люди, есть персонажи, которым хуже, чем мы. Можно дальше полистать. Вот. Тут используется несколько видов кукол и несколько, то есть такие плоские, да, тростевые, можно еще дальше. Вот актеры, которые в конце выходят, такие смешные. И следующий. Вот есть перчаточная кукла. То есть это все такое немножко тоже кабареточная такая эстетика, совсем не похожая на следующий кадр. Там много разных, вот тоже это лев, видите, летит такая птица с лицом льва. Ну, и еще вот такая маленькая тоже. Ну, вот и последнюю книгу, которую я хочу сказать, можно дальше полистать еще. Это вот как раз наша певица в таком костюме. Вот. Тоже недавняя премьера театра БТК, поставила Роман Бакланов. Книга у меня Чирила Горилла. Как раз тоже нетипичный сюжет, надо сказать, о девочке из приюта, которая удочеряет горилла. Горилла — это не метафора, да, с одной стороны, потому что в книге так не раскрывается, что она просто похожа на гориллу или что-то с ней. Да, ну, приходит животное. Можно дальше полистать. Вот такие картинки в книге. Девочка пугается, не хочет, горилла неприятная для нее, грубая, такая вся непривычно пахнущая. Следующий кадр. Вот. И вот в спектакле появляется вот такой персонаж. Это вот это как раз момент, где горилла берет эту маленькую девочку, это огромная лапа гориллы, то есть там тоже разные по масштабу используются предметы и куклы, такие, или часть куклы, вот какая-то лапа, допустим. Можно следующий кадр. Есть вот такие еще куклы у них, иногда они их вытаскивают, да, чтобы обозначить на самом деле, как это все с точки зрения там ребенка выглядит, да, с девочки юной, с точки зрения девочки юной, как она видит и воспринимает свою гориллу. Можно еще кадр. Вот как раз Юна пытается создать себе семью из типичных представлений, значит, Венера и Владимир Высоцкий, мама и папа. Прекрасная жизнь. Можно еще один кадр. Да, вот такая огромная лапа, которая хватает девочку. То есть там есть и живой план, есть и куклы, они играют с этим делом. Вот. Ну, собственно, вот так вот бегло, наверное, все. Потому что на самом деле книг, которые театр сейчас взял в работу, очень много. Если захотите, я вам потом что-нибудь еще расскажу. Спасибо. У меня вопрос. Скажите, какие все-таки детские пьесы востребованы в самих детей? Пьесы? Как вы считаете? Я рассказывала про книги. Ну, про книги, да, но вы же бывает в театре смотрите? Ну, смотря какой возраст детей. Я сейчас была на лаборатории в Таллине, у них в городе, допустим, большая проблема подросткового суицида. И они организовали лабораторию. Нашли тексты, пьес, где бы эта тема в разной степени затрагивалась. И вот позвали режиссеров, сделали эскизы, показывают на зрителя, общаются со своими подростками. Специально у них есть приглашенный психолог, который ведет беседу после спектакля, они обсуждают, что происходит, ну, как бы, воспринято или нет. Театр, наверное, еще сейчас не сможет ответить именно отбор гитары, да? То есть для них тоже это большой вопрос, как вот сложные подростки или трудные подростки, они же не готовы себя воспринимать как трудные, что это, мы вешаем на них ярлык, для них это, ну, как бы так, обидно, наверное. Вот. Но театр ведет такую беседу, и по ощущениям, по тем детям, которые смотрят эти спектакли, все в порядке. Спектакль вызывает у них вопросы, они начинают их задавать, между собой общаться, потому что доверие в коллективе, да, между собой больше, чем доверие какому-то взрослому дяде, который поставил спектакль.
Вот. А книги, допустим, в БТК, вот эта серия для малышей, конечно, на ура проходит, все в восторге, и родители, и тем более зритель уже вот, в Большом театре кукол привык к тому, что там появляются новые названия, уже не только на Конька-Горбунка идет ребенка. То есть там всегда аншлаг и все переполнено. То, что опыт БТК мне как бы показывает, что это хорошо воспринимается. Не всегда подают. Мой дедушка был в «Вишне», хит, который, мне кажется, не сводили на все фестивали, которые только могли. Вот. Скажите, ну вот получается тема одиночества, суицида, вот эти основные проблемы, это номер один в современной литературе? Нет, не обязательно, нет. Просто я вытаскиваю немножко те проблемы, которые всегда замалчивались и в литературе, и в театре, которые всегда как самые сложные обходили. Но много спектаклей и рассказывающих о норме, о нормальной жизни, о веселых каких-то отношениях, просто о дружбе, о приключениях. Просто те темы, которые всегда уходили в тени, которые не проговаривались, они вдруг стали актуальны именно в этой новой литературе. Появилась масса нюансов, которые захотели поговорить и режиссеры, и драматурги, и просто писатели. Вот, допустим, в Театре Суббота, тоже в Питере, идет книжный сериал «Цацики», про мальчика Цацики, про его взаимоотношения с матерью, с мамашей. Одинокая мамаша воспитывает ребенка в Швеции с греческим именем. Как бы, как они взаимоотношения между ними, между матерью и ребенком, между этим ребенком в школе. Обычная история, никаких смертей, ничего. Обычная ситуация, одинокая матери, воспитывающая. Просто это стало немножко все больше похоже на жизнь, чтобы дети не выходили в мир, не зная вообще, что там есть еще. Потому что их реальность, как бы окружающая, она как бы разная может быть. Для кого-то все хорошо, а у кого-то совершенно другой опыт. Кто-то пытается привлечь разные слои, разных детей. Я прошу прощения, а что вы советуете для подростков именно на эти темы, которые табуированы? С того момента все сильно изменилось. Потому что вот эти события, на самом деле, 2017 год, начало, да, то есть за 3 года произошло огромный такой скачок. И вот была такая коллаборация, было такое сотрудничество и театра, и драматурга, и режиссеров всех вместе. Вот тут нужно, чтобы все решили. И это, конечно, инициатива должна исходить именно из театра, потому что, который желает обновить свой репертуар. Потому что, конечно, и родители хотят привести детей на известные. Дети очень любят то, что они хорошо знают. Я была на спектакле «Конька-Горбунок», где ребенок знал всю сказку. Вот он все